прямом эфире «Якутия-24» вы смотрите «Итоги дня». В студии работает Влад Давыдов. Добрый вечер. Самолет специально для якутских реалий. В аэропорту Магана презентовали новое воздушное судно. В чем главное преимущество отечественной авиаразработки? Лучшим везде почет в Якутске наградили проекты некоммерческих организаций республики. Какие есть примеры НКО, начавших с малого, но ставших полезными? Осадки превысили декадную норму в 6 раз. В Нерюнгри бросили все силы на уборку и вывоз снега. Справляются ли там с задачей? Когда в дороге, хочется домой, а когда дома, тянет обратно в путь. Рабочие будни дальнобойщика в сюжете из Ленска. Трусни играет в хоккей. Сборная Якутска готовится к чемпионату республики. Приедут в Нерюнгри, Мирный и Усть-Алдан. Как идут тренировки столичной команды? На территории опережающего развития Южная Якутия запустили новое предприятие. Оно стало 104-м реализованным дальневосточным проектом. Компания под названием «Современные горные технологии Восток» создана для обслуживания двух комплексов – Инаглинский и Денисовский. Предприятие будет проводить подрядные горные работы по подготовке добычи угля на месторождении недалеко от Нерюнгри. Резидент планирует заготавливать более 10 миллионов кубических метров руды в год, а в дальнейшем увеличить эти объемы до 13 миллионов. Стратегия развития акционерного общества «Якутск Геология» отправлена на доработку. Такое решение сегодня принял глава Кабинета министров республики Евгений Чекин в ходе заседания экономического совета. Премьер-министр высказал замечания по поводу допущения на рассмотрение членов Экономсовета столь сырого проекта стратегии без обозначения конкретных задач, мероприятий и инструментов по достижению цели. Чекин также подверг критике, что в представленном документе нет инвестблока как основы ее собственного развития. Отчет финансово-хозяйственной деятельности. Формат документа в основном носит ретроспективный характер и, собственно, информационно ничего нам не дает. Значит, фактически перспектива озвучена в такая картина, как ГУП, которому не довели задания на последующие годы. Почему в последнее время стало часто уходить электричество? В чем причина этих отключений? Все ли в порядке с новой ГРЭС? На эти и другие вопросы энергетики ответили во время пресс-тура. Сегодня журналистам республики показали изнутри якутскую ГРЭС-2. Объект, напомню, ввели в работу в конце ноября прошлого года. Репортаж Оксаны Устиновой. Постоянные отключения электричества – повод для возмущения. Жители Якутска, центральных районов республики, ломают голову. В чем причина? У руководства якутской ГРЭС-2 простой ответ. Объект новый и есть моменты, которые, оказывается, невозможно учесть. В процессе наладки возникают вопросы. Сколько пройдет времени? По опыту, ну это где-то год-полтора проходит наладка. Возможно, да я даже невозможно, думаю, для нас этот период гораздо короче будет. За 5 месяцев 5 отключений. Причины всегда разные. Следующий осенне-зимний период, обещают энергетики, будет стабилен. Станцию доведут до ума. Есть просто замечания, которые выявляются в процессе эксплуатации. Как генподрядчик, так и заказчик и поставщики оборудования, они готовы с нами работать, они работают, в общем-то, при возникновении каких-то вопросов. Счет, да, без вопросов. Идут нам навстречу, принимают все необходимые меры для реализации тех или иных планов. Поэтому думаю, что в осенне-зимний период 2018-2019 года мы войдем уже, скажем так, подготовленными. Сейчас решают вопрос о строительстве второй очереди якутской ГРЭС-2. Износ первой станции, построенной еще в 60-х годах прошлого века, достиг отметки в 70%. До 2024 года обе станции будут работать параллельно для надежности центрального энергорайона. А пока энергетики предлагают потерпеть и провести несколько вечеров в темноте. Ведь вместе с внезапными отключениями параллельно происходят и плановые отключения. У якутян есть выбор – или ужин при свечах, или долгая игра в прятки.
Оксана Устинова, Кыдана Иванова, Якутск. В Мирнинском районе государственные жилищные сертификаты получили 6 человек. В итоге общая сумма соцвыплат составит свыше 9 миллионов рублей. Таким образом, в районе продолжается работа подпрограммы по обеспечению жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Основные критерии при постановке в очередь для выезда из северных районов – это прибытие на Крайний Север до 1 января 1992 года, стаж работы до выхода на пенсию в этой местности не менее 15 лет и отсутствие жилья за пределами Крайнего Севера. В поселке Витим Ленского района построили уникальную для Якутии котельную, которая работает на древесных отходах. Как передает Министерство ЖКХ и энергетики, предпосылкой для новаторства стало то, что Витим традиционно является центром деревообрабатывающей промышленности. Котельная обеспечивает теплом 39 жилых домов, а также 6 соцобъектов, в том числе школу и детский сад. Благодаря проекту одновременно решаются два вопроса. Вырабатывается энергия для отопления домов и горячей воды и утилизируются отходы. Организовать в кратчайшие сроки уборку и вывоз снега. Такую задачу перед коммунальными службами города поставил глава Нейрунгри Леонид Олейник. В результате снегопада, продолжавшегося в течение 2 суток в столице Южной Якутии, выпала норма осадков, превысившая декадную в 6 раз. Дорожные службы города переведены на усиленный режим работы. Ежедневно на уборку снега выходит порядка 14 единиц техники и 10 дорожных рабочих. Сообщается, что на сегодня выполнены работы по очистке подъездных путей к детским садам, школам и больницам. Уже проезд не затруднен ни по межселенным дорогам, ни по городским дорогам. Также после очисток производится посыпка противогололедным материалом всех скользких участков. Приоритетные, конечно, это участки, это пешеходные переходы, это перекрестки. Если что касаемо внутриквартальных проездов, это районы школ, детских садов, также больничных учреждений. Регулярные пассажирские маршруты запустили в селах Бичинча и Ортонахара Ленского района. В Бичинчу рейсы назначены по вторникам и четвергам, в Ортонахара по понедельникам и пятницам. На маршруты поставили «Газели». Поездка до Бичинчи обойдется в 235 рублей, до Мурьи можно добраться за 85 рублей, до Ортонахары за 250. Ранее местным жителям приходилось пользоваться только услугами частных такси. «Богатырь» – так предлагают назвать якутские летчики новый российский самолет ТВС-2 ДТС. Воздушное судно в ближайшие годы должно заменить Ан-2, более известный народу как «Кукурузник». Презентация нового самолета прошла сегодня в аэропорту Магана. Мой коллега Александр Лысак о новейшей отечественной авиаразработке, которая будет адаптирована специально под Якутию. 2500 километров позади маршрут Улан-Удэ-Якутск. Для нового российского самолета ТВС-2 ДТС это простое задание. Воздушное судно способно пролететь в 2 раза больше. За штурвалом Владимир Барсук, опытный пилот, директор Института авиации. ТВС-2 ДТС, его разработка. Отечественный самолет должен заменить кукурузник Ан-2. Сегодня опытный образец готовят к серийному выпуску. Довести самолет до такого уровня, чтобы он наиболее оптимально подходил для эксплуатации именно в условиях Крайнего Севера, Якутии, морозов, безлюдно-безориентированной местности, необорудованных аэродромах. Якутия получит 200 самолетов ТВС-2 ДТС. Поставки начнутся через 3 года. Преимуществ перед кукурузником десятки. Легче из-за цельнокомпозитных материалов. Вместительнее 14 пассажиров вместо 12. И самое главное, ТВС-2 ДТС менее прожорлив, чем Ан-2. Заправился в Магане, да, и, в принципе, все точки облетел и вернулся. Не надо там строить на каждом аэродроме заправочной станции, завозить там топливо, все. Кое-что новый самолет перенял у старшего брата. Сохранились основные элементы управления, чтобы летчики легко переучились. Основное сходство ТВС-2 ДТС и Ан-2 – бипланная схема, 2 параллельных крыла. Благодаря этой конструкции можно получить больший размер крыльев при меньшем размахе, а садиться и взлетать, в отличие от монопланов, можно с короткой полосы.
Эксплуатировать воздушные суда будут полярные авиалинии. Руководство перевозчика не скрывает. Новые самолеты не только закроют всю Якутию, но и помогут захватить Дальний Восток. Здесь будет целая эскадрилья стоять этих самолетов, только в Магане в одном. Эскадрилья – это примерно 10-15 машин. И еще в районах будут стоять. Вот эти 200, они так как-то немножко разбегутся. И мало того, может еще оказаться и мало этого. Власти региона уже подготовили техническое задание для производителя Улан-Удэнского авиационного завода. ТВС-2 ДТС нужен не только для перевозки пассажиров. Его собираются использовать для санитарной авиации и доставки грузов. Значит, комплектация будет меняться, исходя из наших требований. Александр Лысак, Георгий Григорьев, Якутск. В Алдане определили площадки, где напишут тотальный диктант. Это Центральная районная библиотека имени Некрасова и Алданский политехнический техникум. Ежегодная всероссийская акция «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля. Регистрация участников начинается уже сегодня. В этом году участники напишут текст Гузели Яхиной, автора романа «Зулейха открывает глаза», который получил в 2015 году премию «Большая книга». В Якутске наградили лучшие проекты некоммерческих организаций республики. Особо отметили те НКО, которые своим примером доказали, что добрые и полезные дела можно начать и с малого и развивать до внушительных масштабов. Наш корреспондент Дмитрий Тымыров встретился с победителями и авторами лучших проектов. Я с детства хотел заниматься охраной общественного правопорядка, следить за порядком и соблюдением законов в нашем городе. Поэтому, поступив в наш колледж, я, не задумываясь, поступил в дружину «Медведь». Добровольная народная дружина «Медведь» создана 2 года назад. Инициаторы – студенты юридического полицейского колледжа. В начале пути их было всего 50 человек. Сейчас же народную дружину поддерживают не только студенты, но и весь педагогический состав. На сегодняшний день 250 членов. Очень активно участвуют наши студенты. Каждый день дружинники выходят на дежурство. Вместе с полицейскими следят за общественным порядком Якутска. Помогают не только составлять протоколы, но и задерживать хулиганов. Это большая возможность для студентов. Практика. Мы видим будущую службу, возможно, свою изнутри. Все ходим по 10 человек. За одно дежурство, возможно, там 2-3 нарушения уже производить. Помогаем сотрудникам во многом. За неоценимый вклад и лучший народный проект команда добровольной народной дружины «Медведь» получила 1 миллион рублей от республиканского правительства. В планах нашей народной дружины создание лучшей материальной базы, чтобы у них были рации друг с другом, чтобы они могли разговаривать вовремя. А так еще что? Компьютерная техника, жилеты и так далее. То, что необходимо для дежурства. Следующий проект, который высоко оценивает местные власти – общественное движение «ЮЙ», которое пропагандирует среди населения Якутии идею патриотизма. Общественная организация была создана в 2016 году. Основной целью нашей организации является пропаганда традиционных верований народа Саха. В организации состоят более сотни парней. Каждую неделю они собираются в доме Арчи, проводят обряд Алгыс и рассказывают про здоровый образ жизни. Сегодня они посетили пункт временного пребывания Терях, где встретились с их постояльцами. В прошлом году тоже были здесь. Тут есть люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Наша вера велит, чтобы мы помогали всем людям без разницы, Именно они попали в трудную жизненную ситуацию, поэтому мы помогаем им и просим посредством Алгыса, чтобы он помог им, этим людям, в этой жизненной ситуации. Возможно, уже в следующем году они представят собственный проект на суд жюри Министерства по развитию институтов гражданского общества. И, может, как и дружина «Медведь», станут обладателями 1 миллиона рублей. Только для этого нужно серьезно подготовиться. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй половине итогов дня. Когда в дороге, хочется домой, когда дома тянет обратно в путь. Рабочие будни дальнобойщика в сюжете из Ленска. Трусни играет в хоккей. Сборная Якутска готовится к чемпионату республики. Приедут Нерюнгри, Мирный и Усть-Алдан. Как идут тренировки столичной команды. 5 видов спорта для участников со всей страны. В Хабаровске завершилось первенство России по северному многоборью. Как прошли соревнования? Это Якутия 24 в прямом эфире. Мы продолжаем выпуск «Итоги дня».
Студент из Алдана скончался в Благовещенске от редкой формы менингита. Молодой парень, 17 лет, учился в техникуме. Ему стало плохо 2 апреля, а на следующий день он скончался. Как отметили в Министерстве здравоохранения Якутии, такие молниеносные формы менингита встречаются очень редко. В Алдане он был только с 15 по 20 января на каникулах. И более в городе Алдане он не находился. Состояние его здоровья, заболеваемость, она неведома ни медицинским организациям Республики Саха-Якутия, потому что в этот период он находился конкретно в городе Благовещенске. К другим новостям. Вопросы развития конкуренции на рынке товаров и услуг обсудили на заседании Совета при главе Якутии по инвестполитике и государственно-частному партнерству. Как отметили участники, сегодня рынок конкуренции в республике низкий. Представители бизнеса связывают это с нестабильностью законодательства, сложностью получения доступа к земельным участкам, высокими налогами, затянутой процедурой получения лицензии и коррупцией. Обозначенные задачи по повышению конкурентоспособности товаропроизводителей и поставщиков услуг, также снижению административных барьеров. На сегодняшний день конкурентоспособность местных товаропроизводителей, а также поставщиков услуг в Якутии, разумеется, имеет свои сложности, определенные моменты. И при таких встречах, которые организованы сегодня, определяются направления, пути решения, каким образом поддерживать местных производителей. Есть такое понятие, как государственно-частное партнерство, и такой подход помогает совместными усилиями развивать конкурентоспособность местных товаропроизводителей и поставщиков услуг. Насколько сложна работа дальнобойщика? Как и в любой профессии, у этой есть свои положительные и трудные моменты. Наш корреспондент Светлана Балеева из Ленска расскажет о рабочих буднях водителя самосвала «Алроса». В любую погоду, и в лютый мороз, и в гололед, и в период распутицы Дмитрий Фокин, молодой водитель, дальнобойщик ЛТП-1 акционерной компании «Алроса», бороздит просторы родной Якутии. Был в Накыне, Нюрбе, Усть-Куте, в Заполярье, в Сыскалах, возил керосин, сухогруз. Работал он на топливозаправщике, доставлял солярку на пикеты. Сегодня Дмитрий на самосвале возит клинкер. Буквально на днях он вернулся с месячной командировки из города Мирный, где отсыпал дорогу на новое Верхнемунское месторождение. Возили, типа гравия, покрытие дорожного. Мы возили в накопитель. Месяц 10 машин все отработали, но были, конечно, свои нюансы. Каждый рейс, признается Дмитрий, индивидуален. Проходит по-разному. Бывает гладко, а бывает и с небольшими неприятностями. Колеса, замена фильтров, если что-то там вдруг где-то там получилось, что залил солярку, не очень там нормальную, да, и поехал. И, либо, допустим, в зимнее время, в мороз, может быть такое, что запарафинился фильтр. Там где-то водичка попала, какой-то конденсат, где-то вот это сконденсировало. Все, и заменил фильтра, все, и поехал дальше работать. На рейс, если он на север, уходит 3-4 дня. В неделю Дмитрий делает 2. Каждый месяц Дмитрий должен выполнить определенный план, то есть накатать положенное количество часов. Молодой человек признается, что это несложно. Сегодня Николай Сачков, начальник автоколонны, доволен работой Дмитрия. Отмечает, что хотелось бы, чтобы в его автоколонне работало больше молодых водителей. Дай бог побольше таких, чтобы их было больше. У нас таких профессионалов, молодых, которые придут на смену нам. И вообще хочется, чтобы и в промышленности, и в нашей отрасли, в частности, и в автомобильном транспорте была перспектива для молодежи. Трудясь в Якутии в условиях повышенной сложности, Дмитрий научился быть солидарным с такими же трудягами, водителями, как и он. Сегодня на дорогах гололед, и многим большегрузным машинам сложно преодолевать крутые подъемы. Дмитрий никогда не проедет мимо, остановится и обязательно поможет подсыпать подъем. Ведь в такой ситуации не раз оказывался и сам. Работа дальнобойщика сложная, но у нее, по словам нашего героя, есть свои преимущества. Дмитрий признается, что он счастливый человек, потому что когда он в рейсе, он полон желания поскорее вернуться домой. А когда дома, то уже тянет опять в дорогу. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
Легче всего купить алкоголь в Якутске. По данным Госалкогolьконтроля, в Якутии 586 торговых точек, продающих алкогольную продукцию. Почти половина из таких магазинов работает в столице. Также появилось множество так называемых лже-баров и кафе. Одна из главных проблем, которые порождают алкоточки, это постоянные стычки, разборки и драки пьяных. Репортаж Саргаланы Федоровой. Толпа молодых людей устраивает бои без правил возле столичного бара. В неравную схватку с посетителями вступает и охрана заведения. Здесь таких случаев десятки. Массовые драки, стычки, грабежи, избиения. Стычки происходят и ночью, и утром. Одно из самых опасных мест среди злачных заведений Якутска расположено на улице Дзержинского. Это рок-бар «Легенда». Заведение магнитом притягивает любителей выпить. Разгоряченные алкоголем посетители совершают одно преступление за другим. «Легенда» – лидер в преступной статистике Якутска. Только с начала этого года в заведении совершили 18 преступлений. Это скандалы, драки, кража вещей и порча имущества. По итогам 2017 года в клубе «Легенда» совершено 22 преступления. Это 6 грабежей, 14 краж и 2 нанесения телесных повреждений средней степени тяжести. Всего в прошлом году с этого заведения в полицию поступило 255 сообщений. Днем на территории заведения тихо и спокойно. Однако это лишь затишье перед пьяной бурей. Александр живет неподалеку. Посетителей легендарного заведения видит часто. А утром идите, вот на работу хожу тут. Не для камеры будет сказано. Просто надо маленечко молодежь воспитывать. Бывают тут, гуляют, конечно, отдыхают кто-то. Кто-то может быть, особо такого ничего криминального не слышал. Не знаю, я в них не хожу. Мне я дома отдыхаю, если мне хочется. Наверное, больше внимания оказывать надо. Правоохранительным органам, может быть. Разобраться, почему так. По словам жителей, алкоточки в этом районе почти на каждом шагу, как лавки с овощами. Натыканы вот эти алмаз, да кто там еще, ремикс. С 2 часов в магазине продают, а там с утра и до вечера столик поставили, вот вам разливное пиво. Пей да пей. Пока одни ратуют за трезвый и здоровый образ жизни, другие не прочь заработать на спаивании населения. Если не бороться со злачными заведениями и алкоточками, то все может стать гораздо хуже. Драки и потасовки легко могут смениться убийствами. Такие случаи, к сожалению, в Якутске уже были. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Новый кинозал откроют в этом году в культурном центре Тускул села Хатасы. Примечательно, что в поселке Дом культуры работает с 1996 года. При этом там жители еще не имели возможности смотреть кино на большом экране. Однако, благодаря программе модернизации кинотеатров, мечта киноманов «Наслега» в скором времени сбудется. Для закупки оборудования из средств Федерального фонда поддержки кино выделили 5 миллионов рублей. Большой экран, возможности звука замечательные. Это, конечно, не сравнить с каким-то домашним просмотром. И я думаю, что для Хатас это замечательная возможность прикоснуться к искусству кино. И в сентябре, наверное, ко Дню города мы сможем его уже открыть. И тогда жители села Хатаса смогут, не выезжая в город, в красивые кинотеатры, здесь у себя дома иметь возможность просмотра фильмов и нашего якутского кино, и российского кино. Впервые школьник из Якутии принял участие в престижном всероссийском конкурсе «Ученик года-2018». Выпускник Чурапчинской гимназии Никита Григорьев получил звание лауреат конкурса и стал победителем в номинации «Приз зрительских симпатий». Секрет успеха – это работоспособность и желание, сказал якутский школьник. В планах у молодого ученого стать химиком с правом преподавания. Чувствовалось невероятное чувство
смятение, что ли. Да. Ну, звания включают в себя несколько критериев, так же, как и интеллектуальные способности, и лидерские качества. А кроме номинации я получил, ну, само собой, дипломы. В Ульяновске очень ценится камень симбирцит. То есть нам дали симбирцитовую статуэтку, а также за приз зрительских симпатий мне дали планшетник. Сборная Якутска по хоккею с шайбой провела контрольные тренировки перед предстоящим чемпионатом республики. Турнир стартует в пятницу в Ледовом дворце Лейботур. Соперниками сборной Якутска станут команды из Нерюнгринского, Мирнинского и Усть-Алданского районов. Победитель по итогам трех игровых дней будет определен по круговой системе. За ходом тренировки столичных хоккеистов следил мой коллега Алексей Соколов. Хоккейные дружины из Якутска на предстоящем чемпионате на лед выйдут в качестве действующих чемпионов. В составе выпускники Якутской хоккейной школы есть и те, кто играл в российских клубах. Например, вратарь Илья Манаев, воспитанник омского «Авангарда», сейчас тренирует в Якутске детей. Суеверие голкиперов не общаться с журналистами перед ответственными матчами. Зато интервью охотно раздает капитан команды Руслан Исхаков. Настрой у ребят у всех боевой, настроение отличное. Все долго ждали этого турнира. Этот турнир у нас ежегодный. Команда Якутска является многократным чемпионом Республики Саха-Якутия. С каждым годом конкуренция в команде растет. Достаточно большое количество молодых хоккеистов подрастают, возвращаются с центральной части России, те, кто закончил школу в этом году хоккейную. Поэтому все готовы биться до конца, до победы. Тренировка проходит в течение часа. Разминка, работа на станциях с шайбой и без нее. На все 20 минут. Остальные 40 – отработка игровых ситуаций. Слаженные действия отдельных пятерок – главное в хоккее. Я думаю, что в этот раз мы посильнее. Тяжело подтверждать звание. Но очень сильные команды в Нерюнге и в Мирном. В этот год мы еще их не видели, но сказали, что Мирный усилился. Из тех, кто сейчас на контрольной тренировке, в основу попадут не все. 3 звена нападения, 2 пары защитников. Таким составом будут отстаивать титул чемпионов столичные хоккеисты. Сыграет ли формула, болельщики узнают уже в ближайшие выходные. Алексей Соколов, Григорий Охлопков, Якутск. Первенство России по северному многоборью завершилось в Хабаровске. Участники со всей страны соревновались в 5 видах спорта: метании топора на дальность, беге с палкой, прыжках через нарты и тройном национальном прыжке. На одном из самых зрелищных видов метании аркана побывал наш СОПКОР в Хабаровске Стас Михайлов. Стараемся кинуть по порыву ветра. По порыву ветра кидаем. Ну вот. Более-менее. Чтобы закинуть тензян, или по-русски аркан, на шест с расстояния 13 метров, нужно учитывать направление и силу ветра. Да и от самого аркана зависит многое. Его сплетают из цельных лоскутов шкуры оленя. Лучшими мастерами по его изготовлению считаются представители Ямало-Ненецкого автономного округа. Хабаровские спортсмены купили такой на всероссийских соревнованиях в прошлом году. Нам дали задание, федерация наша, взять хороший молот. Ну, мы как бы взяли хороший молот, и более-менее спортсмены, воспитанники мои, начинают попадать. Команда из Якутии по финансовым причинам не смогла привести своих сильнейших спортсменов, поэтому выдающихся результатов не показали. А в таком виде, как метание аркана, соревноваться с участниками из регионов, где развито оленеводство, очень трудно. Не, раскрывается, но не доходит. Ветер слишком сильный, наверное. Раскрывается и закрывается. Самый сложный вот метание аркана. Метание аркана и топора в основном. Там как бы у северных народов, у них в крови. Мальчик из семьи оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа на этих соревнованиях стал рекордсменом. Он 45 раз закинул аркан на шест, ни разу не промахнувшись. Ребята происхождением из тундры, это дети оленеводов. Метает арканы уже, получается, вот ребенок 4 года уже. И толком разговаривать не умеет, он уже в руках аркан держит. По итогам соревнований в лидеры вышли спортсмены из Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Красноярского края. Стас Михайлов, Хабаровск. Таковы итоги дня. Оставайтесь на нашем канале и следите за всеми событиями и новостями на Якутии 24. До свидания.